Рано утром прилетел во Владивосток и сразу выдвинулся в село Заречное под Уссурийском на свидание в психбольницу. Охраны в СИН в больнице нет, на КПП милейший пенсионер без шмона пропустил на территорию. Корпуса скромные, но администрация старается ухаживать за территорией. Перед корпусом, где содержится Александр, красивая цветочная клумба. На входе в отделение дежурит санитар и кот, а может и кошка, не стал у него ни ее выяснять. Пообщались с руководством отделения, и тут тоже не будет ужасов про карательную психиатрию и докторов Менгеля. Врачи оставили очень приятное впечатление. Нужно сказать, что Александру и в Новосибе, и здесь повезло с врачами. В общем, я выдохнул. Общались с Александром около часа. Он немного простужен, но особых жалоб нет. Всем привет и благодарности за внимание. Беспокоится, что скопилось большое количество писем без ответа. Работать с письмами можно раз в неделю, поэтому не успевает отвечать, но просил передать, что всем обязательно ответит. С передачами в этой больнице действительно попроще. Приняли сырокопченую колбасу и хамон, много твердые сыры. Александр слушает новости по FM-радио, приходится, конечно, слушать Вести и Маяк, но, как он смеясь сказал, информацию он фильтрует, реальная картина ему ясна, выводы и ответы на вопросы опубликую чуть позже. По перспективам, врачебная комиссия будет в июле, а суд по продлению лечения в августе. Настрой у врачей конструктивный. По нашей работе, готовим жалобу на постановление Якутского суда о привлечении в Верховный суд России, параллельно на это же готовлю жалобу в ЕСПЧ. Успеваем до прекращения приема судом жалоб россиян. Следующее свидание планирую через месяц, ибо чаще не налетаешься, перелет в один конец 9 часов. Спасибо за подписку и за поддержку канала.